от народного художника Якутии Тимофея Степанова и расскажем о выставке, которая будет проходить в совершенно новом современном формате 3D-маппинга. Итак, дорогие друзья, сегодня на нашей пресс-конференции принимают участие организаторы выставки, партнеры и те люди, которые, в общем-то, попытались создать новый формат, абсолютно новый формат современной выставки. Ну, я скажу несколько слов о том, кого мы будем сегодня представлять, да? Многие знают, ценители, любители искусства, знают о народном художнике Якутии Тимофее Степанове. Он являлся членом Союза художников Российской Федерации, членом правления Союза художников Якутии. Его работы известны широкой публике. Более 300 картин он нарисовал за свою творческую жизнь. И сегодня, я думаю, что вам будет интересно узнать о том, что его семья, родные, близкие пытаются его работы представить широкой публике, чтобы оно уже было широко освещено для наших потомков, поколения, для всех тех, кто интересуется его творчеством. Буквально 30 августа открывается выставка в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Она будет называться «Ожившие легенды эпоса Аланхо» по мотивам картин выдающегося художника Тимофея Степанова. И я бы хотела сейчас в первую очередь предоставить слово и рассказать нам о книге, каталоге, который буквально вышел на днях. Дочь художника, галерист Айталина Степанова. Добрый день, дорогие участники, дорогие гости. Сегодня, как сказали, презентуем первого своего рода альбом-каталог работ моего отца. Этот альбом мы готовили 3 года, поскольку очень много времени потребовалось для оцифрования этих картин, поскольку они находятся, многие у частных коллекционеров, это по городам России, также находятся и в музеях России, это непосредственно в Чите, в Москве. Поэтому для оцифрования потребовалось много времени, ну и, конечно, на злобу дня, как говорится, финансирование тоже зависело. В основном это семья понесла. Поэтому для нас это долгожданный альбом. Мы постарались, буквально где-то 5 работ не включены в этот альбом, но постарались полностью, чтобы все работы были в данном альбоме. Я хочу поблагодарить издателей. Это издательство «Сахада», Гаврила Петровича, Валентина Гавриловича в помощи создании этого альбома. И Гаврил Петрович, наверное, скажет несколько слов. Да, Гаврил Петрович, пожалуйста, расскажите нам о том, как вы работали над созданием этого альбома. Добрый день. Надо сказать, что изначально издание планировалось в более широком формате. То есть мы хотели сначала включить многочисленные статьи и интервью о творчестве художника Тимофея Степанова. Планировалась, значит, очень большая такая работа, книга, и велось изыскание финансовых средств, и, значит, как Айталина уже упомянула, вот главная проблема именно оказалась финансовая, и из-за этой нерешенности этой проблемы в конце концов в итоге, значит, решили издать вот такой альбом-каталог, альбом. Ну, если бы мы включили статьи, то, конечно, издание казалось бы более громоздким, но было бы, конечно, более содержательным, но что получилось, это меня, в принципе, очень даже устраивает. Я считаю, очень хорошее, качественное издание получилось. И, как отметила Айталина, это вот первый такой
наиболее полный сборник произведений нашего выдающегося художника. Печаталось издание в Новосибирске в типографии «Диал», и мы считаем, как издатели, что качество отвечает всем современным требованиям, на хорошем полиграфическом уровне исполнено. И тираж 820 экземпляров. Думаем, что большинству поклонников, истинных поклонников, достанется экземпляр этой уникальной книги, альбома. Ну, Тимофей Андреевич, конечно, широко известен в республике и за ее пределами, и он стал знаменитым благодаря своей серии работ на тему Олонхо. И он с самых детских лет, с самого юного нежного возраста увлекся темой Олонхо, и эту любовь к Олонхо он пронес через всю свою жизнь. И когда в те годы советские, когда тема Олонхо, можно сказать, практически замалчивалась, он оказался единственным человеком, можно сказать, практически, который посвятил свою жизнь, свое творчество, ее увековечиванию нашего национального эпоса Олонхо. И его вклад в признание Олонхо шедевра мирового устного человеческого творчества — это неоценим. И, думаю, будущее поколение нашего народа, якутского народа, оценит по заслугам творчества Тимофея Степанова. Ну и в заключение хочу сказать, что эта работа, думаю, найдет свое достойное место в нашем культурном пространстве и будет оценена по достоинству. Все у меня. Спасибо. Вот у меня еще возник вопрос к Айталине. Ведь Тимофей Андреевич был по образованию, имел высшее классическое образование. И, в общем-то, у него была специальность художник-реставратор. Когда же он успевал создавать свои полотна и сколько вообще работ в его коллекции, в вашей коллекции? Да, он действительно по специальности был художник-реставратор. Благодаря его труду фонды Национального художественного музея также богаты, как и были, благодаря его реставрационной работе. Все работы, которые он оставил после себя, то есть вот наше наследие, это Олонхо, серия шаманизма, большая серия из 39 полотен, посвященные по сюжетам Библии, великий Куданца, Айылар, великие духи. В общем, всего есть там несколько одиночных работ. Всего где-то 320 работ он оставил. Все эти работы он писал именно в свои выходные дни, в дни отпуска. То есть у него был достаточно такой плодотворный творческий путь, что дается не всем художникам, потому что у многих бывает и застой творчества, но у него это фонтанировало прям идеи, он все это складывал в голове, он не делал никаких этюдов, все композиции он строил в своей голове, какие-то работы приходили ему во сне, и он все это старался, как будто он знал, что у него времени мало, он старался все это оставить и запечатлеть в своих полотнах. И у меня еще такой вопрос. Как возникла идея проведения именно мультимедийной выставки? Вот вам слово и заодно куратору выставки Айталине Поликарповой. Ну, вообще идея витала в воздухе, видимо, давно. Не то, что, видимо, она так и витала. Просто мне очень повезло с моей командой. Именно как это свыше, как будто оно было предначертано и ожидало своего времени и часа. Все
не побоюсь сказать, что люди моей команды все прямо ожидали именно этого времени и часа, можно сказать, чтобы провести эту мультимедийную выставку. Мы встретились с Георгием Протасовым, кстати, он вот здесь. Прошу поприветствовать. Прямо он со своими горящими глазами, со своей идеей подошел ко мне и говорит: надо бы нам провести такое. Я говорю: да, я это тоже хотела, но я не знала, как это воплотить в жизнь. Тут же мы на следующий день встречаем Айталину, и у нас буквально вот за 2 месяца, потом Айтала, еще здесь должен был подойти Дмитрий. Мы все вместе встретились, и буквально вот потребовалось 2 месяца, чтобы реализовать от идеи до реализации, до конечного итога. Выставка у нас открывается уже в эту пятницу. Куратор выставки Айталина сейчас вам представит вообще, что о нашей выставке, о «Ожившие легенды». Давайте сначала, наверное, посмотрим видео, да, Да. выставки, посмотрим ролик. Светский ивент представляет ожившие легенды эпоса Аланхо. Загадочные мифы Нижнего мира. Поклонение божествам Среднего мира. Триумф космогонии Верхнего мира. Прикоснись и почувствуй историю древнего народа. С 30 августа в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Ну и куратор выставки Айталина Поликарпова расскажет о том, какие технические средства будут помогать в создании, в организации этой выставки. Ну, по технической стороне хочется сказать большое спасибо нашему музею, партнеру нашему «Россия. Моя история». Очень большая благодарность. Когда мы к ним пришли с этой идеей, с горящими глазами втроем, нас поняли. И мы, по идее, думаем, финансовые средства, конечно, это очень тяжелое такое, когда целый месяц идет. И нам, когда предложили партнерство, мы были очень рады. Поэтому благодаря, получается, Дмитрию Ивановичу, у нас почти целый месяц будет проходить эта выставка. В данный момент у нас идет монтаж полным ходом. Вчера вообще до ночи экраном монтаж делали. Что еще рассказать? У нас... насколько я знаю, будут использованы, еще будут какие-то инсталляции, то есть там будут полностью сколько полотен задействуется? 15 полотен у нас. 15 полотен, сколько экранов? Экранов 16. Проекционных, но это получается, мы их некоторые соединили, в общем, около 16 экранов. Очень масштабные, большой. У нас 18 проекторов задействовано. Это вот музей «Моя история», единственная площадка, где в городе Якутске можно провести вот такие выставки. И на сегодняшний день уже монтаж завершен. Осталось только навести там некоторые штрихи, чтобы уже принять посетителей выставки. Что ж, друзья мои, кроме того, вы уже слышали, что это будет новый формат 3D-мэппинг, и понятно, что здесь, кроме технической составляющей, есть еще и содержательная часть. И я хочу попросить музыканта Айтала Алексеева, группа «Уран», рассказать о том, как он создавал музыкальный материал. Добрый день, друзья, коллеги. Во-первых, хочу сказать, что большое спасибо Айталине Степановой за то, что дала возможность поработать. Началось все с того, что мы, конечно, знали, слышали об этом художнике, но никогда не думали, что будем работать. И произошла вот эта встреча. И, как знаете, творческим людям, творческих профессий всегда необходимо откуда-то черпать вдохновение, необходимо пережить какие-то эмоции. И когда я увидел картины, меня просто сразу бам, и стало ясно, что охота сделать музыку, сделать что-то интересное, именно основываясь на вдохновении к этим картинам.
особенно эпос Олонхо, это очень близко нам. И, в общем-то, ну, как результат вы услышите на выставке. Конечно, ну, работа продолжалась. В течение где-то 1,5 месяца мы действовали. И всех ждем на выставке. Спасибо. Ну, и понятно, да, что проводить такую выставку необходимо, чтобы была площадка соответствующая. Да. И я бы хотела передать слово Дмитрию Соловьеву, директору мультимедийного парка «Россия. Моя история», рассказать нам о том, насколько он воспринял эту идею, поддержал, и ваш, пожалуйста, вклад в создание этой выставки. Добрый день, уважаемые друзья, журналисты. Ну, во-первых, я бы хотел Айталину и всех родных, значит, Тимофея Андреевича поздравить с выходом такого прекрасного фотоальбома. И это не только фотоальбом, там много информации об этом замечательном художнике. Вот это важная работа, в которую вложено столько энергии и сил. Поэтому поблагодарить всех, кто здесь находится, кто к этому причастен. Когда родилась идея организации этой выставки в стенах нашего мультимедийного исторического парка, ну, мы сразу ее восприняли позитивно, потому что наша задача – это популяризация не только истории, значит, конечно же, история, она неразрывно связана с культурой, вот, культурой нашего народа. Вот, Тимофей Степанов очень оригинальный, неординарный, можно сказать, уникальный художник, вот, картины которого можно смотреть часами. Вот. А сейчас мы понимаем, что все-таки к искусству надо приобщать нашу молодежь, наших детей, школьников, студентов. Вот. И дать возможность еще раз увидеть эти картины, эти произведения, уникальные произведения вот в таком необычном формате. Мы знаем, что сейчас у нас молодежь, дети увлекаются, значит, смартфонами. Это говорят уже о наличии такого клипового сознания, да, восприятия через такую анимацию, необычные форматы, да, вот этот формат, он как раз и дает возможность очень широкому кругу наших жителей воспринять ту информацию, которую передает нам художник. Вот, поэтому я считаю, что это очень удачное стечение обстоятельств, когда такая творческая собралась команда пассионариев, которые хотят вот это творчество представить в таком интересном формате. Мы, как исторический парк, проводим самые разнообразные выставки, и вот выставки художников – это у нас, скажем, может быть, такое редкое явление, вот, и мы в этом плане хотим себя тоже как-то проявить, и поэтому для нас это тоже новое, вот, интересное направление. Поэтому я тоже со своей стороны благодарен Айталине, то, что она вот выразила готовность, желание вот на нашей площадке реализовать такой проект. Это непростой проект. Мы со своей стороны всю техническую, значит, подготовку, содействие, ну, всестороннее, конечно же, оказываем. Вот наши службы все будут работать на прием посетителей, чтобы им было удобно у нас находиться, окунуться вот в мир, который создан глазами и творчеством Тимофея Степанова. Я хочу попросить сейчас Айталину напомнить нам о партнерах этого проекта и о сроках проведения выставки. Ну, хочется сказать огромную благодарность, конечно, нашим партнерам основным. Это Алмазы Набара, Полярные авиалинии, Ян Золото, Керге, группа компаний Сетте. Ну и по информационной это для нас Сахамедиа, ЯТВ, которую очень большую поддержку оказывает. И на открытии у нас, получается, будет Айтал играть, и группа компании АВ у нас будет сопровождать звук. И компания Кюн, наш официальный партнер именно по воде, напиткам. И выставка открывается у нас? Выставка у нас открывается 30-го с 2 часов. 30 августа. Да. Будет идти по 22 сентября. Дорогие друзья, если есть вопросы, у нас работает микрофон. Пожалуйста, к микрофону. Или с места, если слышно.
истоки, или компьютерная музыка, или Да, классическая музыка электронная. У нас электронный проект «Уран», у нас студия, и, соответственно, да, музыка вся электронная. А именно кто написал эту музыку? Дмитрий Попов. А что именно использовали? Какие материалы? Но мы опирались на... Темы, именно музыкальные темы. Это особенно для его выставки. Да, да. Ну, естественно, мы как брали и свои инструменты наши, да, вот там хамус использовали какие-то мотивы якутские. Мы брали, ну, то есть у нас опыт уже есть именно создания композиций, основываясь на... Это фон называется. Я говорю, как композитор я вам говорю, потому что и такой выдающийся человек такими оформлениями музыки, мне кажется, не стоит это делать. Надо использовать классическую музыку якутскую, симфоническую. Почему не использовать? Я почему и так говорю? Потому что мы с ним встречались в 90-е годы, когда он использовал свои выставки, использовал мою симфонию «Алдук» у нас. Вот как прекрасно прозвучало. Действительно, оно все передало. Его картины и мою музыку. Спасибо. Не, ну я хочу немножко защитить своего Айтала и сказать, что мы все-таки развиваемся. Сейчас век цифровизации, IT-технологий, поэтому наша задача сейчас именно этой выставки привлечь молодое поколение. Именно молодых людей, которым близка такая музыка. Классика, конечно, она классика. Именно классическая музыка и картины, которые в оригинальном виде полотна могут быть представлены в НХМ. Мы именно в мультимедийном парке с его техническими возможностями и привлечением молодое поколение хотим именно привлечь и цифровизацией, и электронной музыкой. Поэтому данная музыка, это тоже рождалась не просто так, а именно оно отвечает своему времени. Сейчас. Непосредственно есть. Конечно, мы имеет. опирались и полностью как бы вдохновлялись на картинах, то есть вот. А можно попросить, может, немножко послушаем? Сейчас фоном играет данная музыка у нас. Спасибо. Друзья, есть еще вопросы? Всегда бывает такое, что когда что-то новое начинается, кто-то за, кто-то против, это всегда... У нас вообще есть маленькие планы, можно это, мы немножко осветим. Эта выставка, по идее, мы делаем, конечно, для это популяризация для Якутска, это здесь будет стоять, но мы ее планируем, уже сейчас ведутся переговоры у нас в данный момент, мы ее за пределы республики. Это, получается, мы ее масштабируем, мы ее увозим. Оно ориентировано более на российское и Европу. Потому что без профессионального образования далеко не пойдете с такой музыкой. Спасибо за пожелание. Спасибо за вопрос. Есть еще вопросы, друзья? Мы хотим пригласить вас на кофе-брейк, и кроме этого еще для всех присутствующих будут сегодня вручены сертификаты на посещение выставки. Поэтому давайте мы на этом завершим официальную часть. Есть? Да. В таком формате первой. До этого в галереях проходили выставки, такие в классическом формате, а этот именно вот в 3D-мэппинг формат. Можно, конечно.
Дагя сюда чуй терехен болбут. Бу саңа ангылы технологиядан маннык тахты бута сюда чуй. Она мен бүгүн бу товарыхым Тимофей Андреевич кыгар Айталин Андреевна онна кергенигар даганы макталбын онна бу орбут жонга баргытер макталбын тетепин багарабын. Тогоди такка Тимофей Андреевич андай дутахыннак улахан каду хөньюк онан турбу ангылы технологиядан таксыбыта механы акпар бу хөддагы бак кең тугу берер мючеле такка возможно берер асына муктар көрөллөргө иштеллеригер Тимофей Андреевич тон олонкону этигер каныгар огаддагаттен игериммет онна кэлин юрактынан баран хүдда бак литературна акпыт бейте тухунан өйдак саналак кихете кини видгөремит товарыга музей главный художника Костюкин возрастакуя бетерета Тимофей катчыланын даганы стипендиятын ылдын даганы Ленинград тох бар бугунистикатын бартын кериян кине богона тылар этедиен ол барата олонко тухунан фольклор тухунан онтон Санкт-Петербургтан билген сака этнографиятын үйрәппет улуу жонайтар олар бисиддера онотон ол литература бугунистика бар бу таксар булдара аны ол Тимофей бети туспаналата колобро олонко бахатырын кини акыл китинискай борода беге колобро көп тюлак намхак аппытер майгын навак норрете оны миха харам бетте олонко бу урот сакалар төрүттара согуру тахтонду ескабыта будурuyага ол хим бу акыл китинискай борода аттактар диен кини булактак диен кини бетин төрөтүн этерете onu bu eder oğlarga etiyapın bakarabın Tüveppi ol olonku kahan üyeskabitin, iğnabitin sürdağ üçüveytlik bakın tolkuydan beytin ayar üretiger killer bitkihi olar. Bilen tora Tüveppi ülelere nahal kattar. Onun kolovra bu Россия моя история Дмитрий Иванович самая шепка гыммыт итинтен улахан Кең залалақ сирге выставкон орар хүдда ұстық. Мен орат Тимофей тыынағар Ленинградқа оран тұрабын, кені выставкаден. Улахан әрей болғанан қаз бейді 2-3 метрлақ қаз бейді қатты-қаттына тегар упаковашыны жағы қоңаттыра, мен кынан. Тоқта жақай кейінгі атақы кейтен боламын оран тұрабын. Музей главный художник Находкин Николай Ильич бейті бартын бұрыстағыдан. Биди яһга жа хотон кенер бак болар. Онтон Томскайга оран турабыт, онтон Енингри оран турабыт. Онон жабут Тимофей Андреевич үлелләре улаханнары бак болан, парматтары улаханнары бак болан көчү үстүк. Онон бу дискон оглута, бу мультимедийный проект оглута хама Шведияны. Оннан тугеннан тухане темата бу гарайта Андреевна Онник осюнна кергенен неней горна мактан ямета. Тимофей улуу талааннах жоннор курдук. Бутубай гинологолок гаммак кета. Неней горна керген таклар керген ылдырды. Неней горна тох бар условияны Тимофейге терипите. Тимофей оны хадир бир костак распа жеголор бута. Таңгар сабыгар махинга тох барынан Тамнар семинар кихета, онтан йene горовна кинене тамнаран бутуеттер бол бакка омук сиргер гинер бартери жеһи бута. Япониянан, Егиннен, Италиянан. Онан бу Тимофей Андреевич айырлетигар йene горовна, онтан мукелин айтын Андреевна шидда улахан оролу ылбытчаннар диен. Мен манда бүгүн тоголаны текпин багарабын. Оннан Тимофей Андреевич ülelere bol olonko şedevir bolarıgar. Onna ıçattarga, jitsaat oğlarıgar, oskola oğlarıgar, olonkonu tiyedderger. Kini bu izobrazitelney nimanan, uruhuydur nimanan. Jonga herkega oğlarga eden içakka naha ulahan sualtalak üleni tolarbut
беге сақалар жеңнақ народнай, онна улу қоды хонюк болар. Онан чөмен өсі көбіл мақтанабын, бұ оңар бұд жоңға, онтан бұ табарихым улу композитор этибетин салатын этте, онаттан келер эттігер өсі дағаны өсі ұлықтыры болады. Онны өсі өттіқтірін сөбәті, тоды дақта бұ мен табарихым композитор Аллах сақалы тігіннақ әлбәқ симфониялар хатты. Ойыңған аммыд, оланқоған аммыд. Оны білден тұрар жөреліхейті сөп бұлдан сөбәті, омық сиригар классической музыканы өсордық ұлын яқтырын сөптен бән баған ағырады. Спасибо. 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 Ну что, друзья мои, спасибо вам за участие в нашей пресс-конференции. И мы вас приглашаем на кофе-брейк. Если есть вопросы к организаторам выставки, пожалуйста, можете... Фотографирование, да? Пожалуйста. С организаторами.